Слово для выступления предоставляется, обращаясь к стороне, Теплякову Виталию Владимировичу. Пожалуйста. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, я обратился в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным, несоответствующим части 2 статьи 24, частям 1 и 2 статьи 56 и частям 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, подпункт В пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года номер 29, которым часть 3.1 статьи 26 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики была признана утратившей силу. Основанием моего обращения является умаление и нарушение моих конституционных прав потерпевшего, возникших вследствие отмены части 3.1 статьи 26 УПК Кыргызской Республики. Данная отмена противоречит основополагающим принципам Конституции Кыргызской Республики, закрепленным в части 2 статьи 24, в части 1 и 2 статьи 56 и частям 1 и 2 статьи 61, и приводит к юридической неопределенности, прямо умаляя конституционные права потерпевшего, мои как потерпевшего, что в Кыргызской Республике, умаляя мои конституционные права, что в Кыргызской Республике все равны перед законом и судом, и нарушая принципы верховенства права и справедливости. В начале января 2014 года Разваляев Геннадий Юрьевич, находясь в городе Бишкек возле предприятия завода «Стан» по улице Абдарахманова, под предлогом 50% долевого участия в швейном бизнесе и привлечения инвестиций в швейный цех по пошиву женских туник и платьев, с последующей организацией сбыта продукции в городе Москва обманным путем завладел денежными средствами в сумме $21 500 США. Он выдал расписку от 14 октября 2013 года, однако денежные средства присвоил и израсходовал на свои нужды, причинив мне, потерпевшему, материальный ущерб в крупном размере. Действия Разваляева ГАЮ были квалифицированы по части 3 статьи 166 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 1 октября 1997 года номер 68 как мошенничество в крупном размере. Однако нарушение вышеуказанных норм Конституции Кыргызской Республики мои права были нарушены, а именно постановлением Свердловского районного суда города Бишкек от 11 мая 2017 года производство по уголовному делу по обвинению Разваляева Геннадия Юрьевича в совершении преступлений, предусмотренного частью 3 статьи 166 Уголовного кодекса Кыргызской Республики на основании частей 1 и 2 статьи 67 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и пункта 11 части 1 статьи 28 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики было прекращено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Указанное постановление Свердловского районного суда города Бишкек от 11 мая 2017 года определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда 23 июня 2017 года было оставлено без изменений. Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам о административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 19 сентября 2017 года, постановление Свердловского районного суда города Бишкек от 11 мая 2017 года и определение судебной коллегии по уголовным делам Бишкекского городского суда от 23 июня 2017 года были отменены, и уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Свердловский районный суд города Бишкек в ином составе. Отменяя судебные акты нижестоящих судов, судебная коллегия Верховного суда отметила, что, как видно из материалов уголовного дела, суд первой инстанции при удовлетворении ходатайства и прекращении уголовного дела не учел тот факт, что подсудимый Разваляев свою вину не признал, подтверждением чего является протоколы судебного заседания. Статья 28 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики устанавливает обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство. Пунктом 11 части 1 статьи 28 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики одним из таких обстоятельств предусмотрено истечение сроков давности, привлечение к уголовной ответственности. Под давностью привлечения к уголовной ответственности понимается истечение
установленных уголовным законом, сроков после совершения преступления, в силу чего лицо, его совершившее, освобождается от уголовной ответственности. Правовыми основаниями применения института давности является значительное уменьшение общественной опасности совершенного преступления по истечению продолжительного времени и утрата общественной опасности лица при условии его длительного правомерного поведения. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Согласно решению Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 19 марта 2014 года за номером 22-Р по делу о проверке конституционности пункта 11 части 1 статьи 28 УПК Кыргызской Республики, прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности не допускается, если обвиняемый против этого возражает, например, считая себя невиновным. В этом случае производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому оснований постановлением обвинительного приговора с освобождением осужденного от наказания. В практике гражданского судопроизводства заявленные иски потерпевшей стороны оставляются без удовлетворения, если в ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый своей вины не признавал. В ходе следствия постановлением следователя Свердловского района города Бишкека Ильчинова от 06 января 2017 года я был признан гражданским истцом, однако суд первой и второй инстанции не дали соответствующие оценки по вопросу гражданского иска и возмещения материального ущерба, что повлекло за собой существенные нарушения моих прав. При новом рассмотрении уголовного дела Верховный суд отметил, при новом рассмотрении, то есть дал указание, при новом рассмотрении уголовного дела необходимо устранить вышеуказанные пробелы судопроизводства и принять законное и справедливое решение. При первом новом рассмотрении уголовное дело по ходатайству адвоката обвиняемого было прекращено судьей Свердловского районного суда города Бишкек Кадыркуловой постановлением от 21 октября 2021 года по тем же основаниям. Судебная коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда определением от 16 июня 2022 года отменила постановление судьи Свердловского районного суда города Бишкек Кадыркуловой от 21 октября 2021 года о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, и дело направили на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Данное постановление 20 сентября 2022 года Верховный суд Кыргызской Республики определение оставил в силе Бишкекского городского суда, и в своем определении Бишкекский городской суд отмечал: судом первой инстанции проигнорировано указание высшего органа правосудия в части того, что прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности не допускается, если обвиняемый считает себя невиновным. Как видно из протокола судебного заседания, Разваляев Гаю в инкриминируемом ему деянии вину свою не признал. Данное обстоятельство подтверждается протоколом судебного заседания от 19 мая 2020 года. Также отметил, что согласно решению Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 19 марта 2014 года номер 22-Р прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности не допускается, если обвиняемый против этого возражает, например, считая себя невиновным. В силу требования части 5 статьи 441 УПК Кыргызской Республики указание суда кассационной инстанции обязательно при повторном рассмотрении данного дела судом нижестоящих инстанций. Судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики, рассмотрев редакции УПК от 28 октября 2021 года номер 129, постановлением от 20 сентября 2022 года определение Бишкекского городского суда оставила в силе и указала: определение суда апелляционной инстанции в отношении Разваляева соответствует требованиям статей 416-417 УПК Кыргызской Республики. В нем содержатся основания, по которым суд принял обоснованное и правомерное решение с указанием мотивов, правильность которых сомнений у судебной коллегии не вызывает. Поскольку, как правильно указал в определении суд апелляционной инстанции, согласно протоколу судебного заседания от 19 мая 2020 года, Разваляев в инкриминируемом ему деянии вину не признал. Также
отметил, согласно решению Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 19 марта 2014 года номер 22-Р, прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности не допускается, если обвиняемый против этого возражает, например, считая себя невиновным. При таких обстоятельствах, проверив обоснованность и законность принятых судебных актах, сохраняя принцип объективности и беспристрастности, судебная коллегия считает определение суда апелляционной инстанции подлежащим оставлению в силе. При втором новом рассмотрении уголовное дело по ходатайству адвоката обвиняемого было прекращено судьей Свердловского районного суда города Бишкек Байдаевой постановление от 5 декабря 2023 года по тем же основаниям. 26 января 2024 года судебная коллегия по уголовным делам о правонарушениях Бишкекского городского суда отменила постановление от 5 декабря 2023 года Свердловского районного суда города Бишкек. 17 апреля 2024 года постановлением Верховного суда Кыргызской Республики определение Бишкекского городского суда 26 января 2024 года оставлено в силе. В своем постановлении от 17 апреля 2024 года Верховный суд Кыргызской Республики указал, постановление первой инстанции вынесено вопреки указаниям вышестоящих судов о недопущении прекращения уголовного дела за истечением срока давности, если обвиняемый возражает и не признает свою вину. Как усматривается из материалов дела, обвиняемый Разваляев не признал свою вину, том 12 лист дела 22-49. Указанные обстоятельства судебная коллегия оценивает как нарушение части 5 статьи 441 УПК Кыргызской Республики, согласно которому указания суда кассационной инстанции обязательны при повторном рассмотрении данного дела в нижестоящих инстанциях. Изложенные обстоятельства приводят судебную коллегию к выводу о несоблюдении судом первой инстанции норм уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики и положение решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Очевидно, что судебный акт суда первой инстанции по делу противоречит нормам уголовно-процессуального права законодательства Кыргызской Республики и является существенным нарушением, ибо он вынесен в нарушении установленной процедуры судопроизводства. При третьем новом рассмотрении уголовное дело по ходатайству адвоката обвиняемого было прекращено судьей Свердловского районного суда города Бишкек Маматкеримова постановлением от 22 июля 2024 года по тем же основаниям. 17 апреля 2024 года постановлением Верховного суда Кыргызской Республики определение Бишкекского городского суда от 5 ноября 2024 года оставлено в силе. При этом суд второй инстанции в своем определении интерпретирует закон по-своему, как ему выгодно, и трактует в пользу обвиняемого, а не прямо исполняет, как того требует закон, то есть прямо нарушает право потерпевшего на равное право и справедливое беспристрастное судебное разбирательство. Отдельно отмечаю, что судьи общей юрисдикции первой и второй инстанции при вынесении своих решений по необъяснимым причинам, которые вызывают полное недоумение, полностью игнорируют указания высшего органа правосудия, данные в вышеуказанных определениях и постановлениях Верховного суда Кыргызской Республики, и полностью игнорируют действующее законодательство, а именно часть 5 статьи 441 УПК Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года номер 129. Более того, судьи первой и второй инстанции прямо игнорируют обязательное для исполнения решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 19 марта 2014 года за номером 22Р, где указано прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности не допускается, если обвиняемый против этого возражает, считая себя невиновным. В этом случае производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому оснований постановлением обвинительного приговора с освобождением осужденного от наказания, на что в своих вышеуказанных определениях и постановлениях неоднократно указывал Верховный суд Кыргызской Республики. Тем самым судьями первой и второй инстанции создаются юридическая неопределенность и незаконная судебная практика, выраженная в том, что адвокаты обвиняемых и судьи ставят права обвиняемого выше прав потерпевшего, нарушая равноправие сторон, подают ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением срока давности,
которые судьи принимают. Далее идет игра слов адвокатов, обвиняемого, адвокатов и обвиняемого. И обвиняемый принимает, не соглашается лишь с ходатайством адвоката о прекращении дела. Но на вопрос о признании вины обвиняемого отвечает: вину свою не признаю. Которые судьи необоснованно все равно принимают и выносят решение по такому ходатайству о прекращении уголовного дела именно постановлением, что согласно вышеуказанного решения Конституционной палаты здравого смысла, логики и первоначальной законной судебной практики, непризнание вины обвиняемым и является его прямым возражением против прекращения уголовного дела за истечением сроков давности. Ведь не признавая вину, обвиняемый должен тогда добиваться оправдательного приговора. Так как при признании вины самим обвиняемым или при наличии к тому оснований судом и вынесении обвинительного приговора о прекращении уголовного дела за истечением срока давности с освобождением осужденного от наказания, статья 346 УПК Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года, номер 129, которая четко регламентирует вопросы, разрешаемые при вынесении приговора. В том числе в пункте 12 части 1 статьи 346 указано, подлежит ли возмещению материальный ущерб. При вынесении же прекращения уголовного дела за истечением срока давности по уголовному делу постановлением, которое не только не требует признания вины обвиняемым, но и статья 304 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики не содержит ни одного пункта обязательности суда разрешить какие-либо вопросы, которые разрешаются при вынесении аналогичного решения, при вынесении приговора. В том числе в постановлении не разрешается вопрос, подлежит ли возмещению материальный ущерб и моральный вред. Данная юридическая неопределенность и полное отсутствие разрешаемых вопросов при прекращении уголовного дела за истечением сроков давности постановлением, без возмещения материального ущерба, без возможности потерпевшему этому возражать и без признания вины обвиняемым, прямо умаляет права потерпевших и ставит их в неравное положение с обвиняемым, при этом нарушая часть 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Противоречит правам человека на юридическую и судебную защиту, заложенным в основу Конституции, нарушает и лишает потерпевших права на судебную защиту и возмещение материального ущерба. Более того, уголовные дела, где присутствуют вопросы материального права ущерба, не должны разрешаться путем прекращения постановлением суда без возмещения материального ущерба, а потерпевший должен не только иметь равное право возражать против прекращения уголовного дела за истечением сроков давности, но иметь право на возмещение материального ущерба, поскольку в противном случае умаляется не только его гарантированное Конституцией Кыргызской Республики право на равное право при рассмотрении уголовного дела, но и прямо умаляется и нарушается его право на судебную защиту, что прямо противоречит части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод. Потерпевший оказался в ситуации, когда его права не могут быть защищены в судебном порядке, что недопустимо в правовом государстве, так как он фактически лишается права преюдиции даже на обращение в гражданском порядке без доказательной базы, при отсутствии признания вины обвиняемым и установленного материального ущерба, чем полностью лишается возможности возмещения материального ущерба и судебной защиты. При этом не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие эти права и свободы. Все это прямо умаляет право потерпевшего на равное право и справедливое решение по уголовным делам и действует исключительно в пользу обвиняемого, что опять же противоречит части 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Хотелось бы обратить внимание и на то, что при подаче мной потерпевшим искового заявления в гражданском судопроизводстве о взыскании с Разваляева суммы материального ущерба судья Свердловского районного суда города Бишкек Чекеева своим определением возвратила исковое заявление, указав, что постановление о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности не может являться основанием для освобождения от уплаты государственной пошлины,
что также прямо указывает, что при вынесении и прекращении уголовного дела за истечение срока давности постановлением, при котором потерпевший лишен права на возражение против прекращения дела, чем прямо умаляется право потерпевшего на равное право, гарантируемое Конституцией при рассмотрении уголовного дела. И он лишается права на возмещение материального ущерба без признания вины обвиняемым или признания обвиняемого при наличии к тому основанию виновным приговором суда. Более того, ведет к умалению прав потерпевшего, которому и так нанесен материальный ущерб и у которого отсутствуют денежные средства, тем самым нет возможности уплаты госпошлины, и он полностью лишен права на судебную защиту и полностью лишен права возмещения материального ущерба. Даже подача искового заявления в гражданском судопроизводстве с уплатой государственной пошлины никак не гарантирует потерпевшему возмещение материального ущерба и морального вреда, так как он обращается, как указано выше, без доказательной базы, а обвиняемый своей вины в уголовном деле не признал. А в практике гражданского судопроизводства, как указал Верховный суд, иски потерпевшей стороны оставляются без удовлетворения, если в ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемые свою вину не признали. Все вышеуказанное говорит о том, что отмена части 3.1 статьи 26 УПК Кыргызской Республики привела к тому, что потерпевший полностью лишен возможности возражать против прекращения уголовного дела за истечением срока давности, если не возмещен материальный ущерб, а обвиняемый не признал своей вины, что прямо умаляет конституционное право потерпевшее на равные права при рассмотрении дела, закрепленной частью 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Потерпевший лишается права судебной защиты и полностью лишен возможности возмещения материального ущерба и в уголовном, и в гражданском судопроизводстве. Часть 3.1 статьи 26 УПК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года номер 20 гласит: прекращение дела по основанию, указанному в пункте 12 части 1 настоящей статьи, не допускается, если не возмещен материальный ущерб от преступления. Данный пункт давал равные права потерпевшему, защищал его права на судебную защиту и давал право на возмещение материального ущерба в уголовном деле. Отмена части 3.1 статьи 26 УПК Кыргызской Республики привела к тому, что потерпевший полностью лишен возможности возражать против прекращения уголовного дела за истечением срока давности, если не возмещен материальный ущерб, а обвиняемый не признал своей вины, что прямо умаляет конституционные права потерпевшего на равные права при рассмотрении уголовного дела, закрепленные также частью 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Все это прямо нарушает основополагающие составляющие закона, и права нарушаются принципы верховенства права и справедливости, а также прямо умаляются права потерпевшего, закрепленные частью 1 и 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики, которые устанавливают, что права и свободы гражданина являются неотъемлемыми и принадлежат каждому от рождения. Все вышеуказанное приводит не только к юридической неопределенности, но и подрывает доверие граждан к судебной системе, если потерпевшие не имеют равных прав с обвиняемыми, лишены возможности судебной защиты и не могут добиваться возмещения материального ущерба через судебные механизмы. Это создает предпосылки для безнаказанности преступников и роста правонарушений в обществе. Подобная ситуация подрывает принципы справедливости и равенства перед законом, закрепленные в Конституции Кыргызской Республики. Возвращаясь к части 3.1 статьи 26 Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года номер 20, которая была признана утратившей силу, что повлекло все вышеуказанные умаления и нарушения моих конституционных прав потерпевшего, отмечаем: в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики от 02 февраля 2017 года в статье 26 «Обстоятельства, исключающие по делу», где содержались часть 3.1 прекращение дела по основанию, указанного в пункте 12.1 части 1 настоящей статьи, не допускается, если не возмещен материальный ущерб от преступления и проступка, которая гарантировала потерпевшему право возражения против прекращения уголовного дела за истечением срока давности уголовного дела без возмещения материального ущерба.
Данная норма была введена законом Кыргызской Республики от 15 мая 2019 года номер 62 и действовала с 15 мая 2019 года по 10 марта 2021 года, то есть на протяжении 1 года и 9 месяцев. После чего законом Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года номер 29 статьей 3 пунктом 5 под пунктом В часть 3.1 была признана утратившей силу, что повлекло с собой прямое нарушение и умаление прав потерпевших на равные права, гарантируемые части 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики, которые лишились не только права на возражение против прекращения уголовного дела без возмещения материального ущерба, но и судебную защиту, но и самого права на возмещение самого материального ущерба. Законом Кыргызской Республики от 16 февраля 2024 года номер 50 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года номер 129 в статью 27 прекращение уголовного дела по сроку давности без возмещения материального ущерба дополнили статью 27 частью 4.1 того же содержания прекращение дела по основанию, указанного в пункте 12 части 1 настоящей статьи, не допускается, если не возмещен материальный ущерб, причиненный преступлением, которое ранее регламентировала часть 3.1 статьи 26. Возвращая данную норму законом Кыргызской Республики от 16 февраля 2024 года номер 50, законодатель фактически признал незаконность отмены пункта 3.1 статьи 26 УПК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года номер 20. Но данному закону не была придана обратная сила и действие во времени. Тем самым образовалась юридическая неопределенность, можно сказать, временной провал. Почти в 3 года, 2 года и 11 месяцев, с 10 марта 2021 года по 16 февраля 2024 года. То есть в течение 3 лет прямо умаляются конституционные права всех потерпевших в этот период, которые лишаются своих равных конституционных прав по отношению к обвиняемому и своего права возражать против прекращения уголовного дела за истечением сроков давности без возмещения материального ущерба. Судьи, используя данный трехлетний пробел в законах Кыргызской Республики, прекращают уголовные дела, попавшие в этот период за истечением срока давности без возмещения материального ущерба, и прекращают не приговором, а постановлением. Руководствуясь частью 1 статьи 3 Уголовного судопроизводства, осуществляться в соответствии с законом, действующим на момент выполнения процессуальных действий. Действие процессуального решения, если иное не установлено настоящим кодексом. И частью 2 этой же статьи Уголовно-процессуальный закон, возлагающий новые обязанности, отменяющие или умаляющие прямо или косвенно право участников процесса, ограничивающих использование дополнительными условиями, обратной силы не имеет. Как отмечено в постановлении от 22 июля 2024 года о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого Разваляева, где судья Свердловского района города Бишкек Мамат Керимов, помимо части 2 статьи 3 УПК Кыргызской Республики, указал, что часть 4.1 статьи 27 Кыргызской Республики прекращение дела не допускается, если не возможен не возмещен материальный ущерб, причиненный преступлением, применению не подлежит, поскольку указанное изменение внесено 16 февраля 2024 года и распространяется на преступления, которые совершены после вступления данной нормы, что четко указывает на то, что в законе Кыргызской Республики от 16 февраля 2024 года номер 50, который восстановил правила о запрете прекращения уголовного дела по сроку давности без возмещения ущерба, не учтен тот факт, что данная норма закона и изменение статьи 27 часть 4.1 прекращение дела на основании указанного в пункте 12 части 1 настоящей статьи распространяет свое действие только с момента вступления в законную силу, и ему не придали действия во времени и обратную силу, что также создает правовую неопределенность для дел, рассмотренных ранее. Таким образом, образовалась юридическая неопределенность, временной провал, нарушение и прямое умаление прав потерпевших в целых 3 года.
выраженной в отмене части 3.1 статьи 26. Так. Где сказано, прекращение по основаниям, указанному в пункте 12 части 1 настоящей статьи, не допускается, если не возмещен материальный ущерб от преступления или проступка Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года номер 20. Где законом Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года номер 29 статьей 3 под пунктом 5 пунктом В часть 3.1 и была признана утратившей силу. Из всех этих обстоятельств вытекает, что признание неконституционным и противоречащим части 2 статьи 24, части 1 и 2 статьи 56, части 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, подпункт В пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства, часть 3.1 признать утратившей силу, статья 26. Закон Кыргызской Республики от 16 февраля 2024 года номер 50. Создается многолетнее нарушение и умаление прав потерпевших на равные права при рассмотрении уголовного дела. На право в первую очередь возражать против прекращения уголовного дела без возмещения материального ущерба и на судебную защиту. В противном случае это приводит к несоблюдению основных принципов правосудия. Нарушаются конституционные права потерпевших, основанные на положениях Конституции. Нарушаются конституционные гарантии государственной защиты человека, прямо умаляет его равные права и права на его судебную защиту. Ранее Конституционный суд Кыргызской Республики уже удовлетворял ходатайство заявителей и отменял закон Кыргызской Республики, аналогично умаляющий права человека и конституционные права решения от 29 марта 2023 года. Применение подпункта В пункта 5 статьи 3 закона от 10 марта 2021 года номер 29 к делам, находящимся в производстве, нарушает принцип недопустимости обратной силы закона, ухудшающего положение граждан. Согласно статьи 3 УПК Кыргызской Республики Уголовно-процессуальный закон, который отменяет или умаляет права участников процесса, обратной силы не имеет. Поэтому изменения, внесенные указанным законом, не могут применяться к делам, находящимся в производстве, и нарушают права потерпевшие на равное и справедливое разбирательство. Кроме того, данное положение противоречит международным обязательствам Кыргызской Республики в сфере защиты прав человека. Согласно статье 55 Конституции Кыргызской Республики, права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Умаление равного права потерпевшего и отмена права потерпевшего на судебную защиту противоречит международным стандартам в области прав человека и обязательствам Кыргызской Республики. Подпункт В пункта 5 статьи 3 указанного закона умаляет равное право потерпевшего, ограничивая его возможность на судебную защиту и справедливое разбирательство. При этом отмена прав и свобод означает исключение конституционно закрепленного или общепризнанного права или свободы из конституционного правового статуса человека. Их умаление рассматривается в разрезе с уменьшением материального содержания прав и свобод, сужением их пределов, как они зафиксированы в Конституции и в международных пактах, а также минимизацией гарантий прав и свобод, в том числе в результате государственного предпочтения одной группы прав в ущерб другим правам. Здесь различие состоит в том, что отмена подразумевает отрицание самой возможности права, официальный отказ от права, а умаление же представляет собой явление, когда право не отменяется, но его гарантированный объем снижается вплоть до полного обнуления вследствие нормативного регулирования. В этом аспекте конкретизация отдельных конституционных положений
и ввод различных моделей правового регулирования, в том числе в соответствии с новыми социальными реальными, прерогатива законодателя. Изменения в законодательстве в части возможных юридических конструкций реализации прав и свобод, объективный процесс, отражающий как юридические аспекты этого вопроса, так и материальные условия жизни общества. Законодатель обладает свободой усмотрения в определении объема, порядке, правовых оснований, механизма и условий осуществления защиты прав и свобод, а также лиц, на которых данная защита распространяется. Однако, реализуя свои регулятивные полномочия, законодатель должен следить за тем, чтобы предпринимаемые нормативные предписания были соразмерными, справедливыми, поддерживали доверие граждан к закону и действиям государства. В этой связи законодатель, основываясь на принципах правового 17-го государства и верховенства Конституции, имеет дискреционное полномочие по определению обязанностей государства в области уголовно-правовой защиты, провозглашенных конституционных ценностей, в том числе прав граждан, как при применении уголовной ответственности и наказания, так и при освобождении от них. Таким образом, считаю необходимо признать подпункт В пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года номер 29 неконституционным и противоречащим основополагающим принципам Конституции Кыргызской Республики, закрепленным в части 2 статьи 24, в частях 1 и 2 статьи 56 и частях 1 и 2 статьи 61. И признать обратное действие закона. Это позволит обеспечить защиту прав потерпевших, в частности меня, потерпевшего, и предотвратить подобные нарушения в будущем. Отмена указанной нормы не только нарушает права конкретного потерпевшего, но и создает опасный прецедент, при котором другие потерпевшие уже оказались или могут оказаться в аналогичной ситуации, лишенные возможности добиваться справедливости. Это подрывает основу правового государства и противоречит целям уголовного судопроизводства, направленным на защиту прав и законных прав и интересов. Хотелось бы добавить, суды постоянно заявляют, что для них важна только резолютивная часть решений Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, либо Конституционного суда Кыргызской Республики, и при вынесении своих решений они полностью игнорируют мотивировочную часть данных решений. Прошу Конституционный суд в своем решении отразить, является ли мотивировочная часть неотъемлемой частью решения и является ли она обязательной для исполнения всеми госорганами наряду с резолютивной частью. Изучив позиции ответчика и всех третьих сторон, где указывает, что в целом обеспечены все процессуальные механизмы, которые определяют беспрепятственное право каждого участника процесса на судебную защиту, доступность правосудия, в том числе и в порядке гражданского судопроизводства, тогда у меня, как у потерпевшей стороны, возникает резонный вопрос. Почему тогда, если все эти механизмы достаточны, я уже на протяжении 9 лет не могу получить возмещение материального ущерба ни в уголовном, ни в гражданском судопроизводстве? И еще хотелось бы отметить, да, что в связи с тем, что сам закон от 10 марта 2021 года номер 29 утратил силу, который признавал утрату силы пункта 3.1, а новый пункт 4.1 был добавлен только 21.06.2024 года решением Конституционного суда, так как данный закон один уже отменен, да, а второй вступил в законную силу, но не имеет обратного действия. Вот. Но, то есть, сейчас, секундочку, это уже глаза не видят, извиняюсь. То есть,
Первый утратил свою юридическую силу, второй не может распространить свое действие в обратном, не может быть применен в обратном направлении. Но закон 3.1, судьями используют 3.1, хоть и признан утративший силу и сам закон, судьи благодаря 12 статье Уголовного кодекса Кыргызской Республики могут это использовать. То есть данный закон, утратив силу, продолжает порождать юридические последствия, исходя из принципов действия закона во времени и применения обратной силы закона. То есть вот этот временной провал и не дает потерпевшим, которые в этот период пострадали, возместить материальный ущерб. Вот. В связи с чем прошу признать неконституционным и несоответствующим части 2 статьи 24 части 1 и 2 статьи 56 части 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики под пункт В пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года номер 29 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства. Часть 3. Признать утратившей силу в статье 26 УПК Кыргызской Республики. Применить обратную силу закона Кыргызской Республики на внесение изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства от 10 марта 2021 года номер 29. В части 3.1 признать утратившей силу в статье 26 Кыргызской Республики во времени. Закону Кыргызской Республики от 16 февраля 2024 года номер 50 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики в части статьи 2 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. Следующее изменение: статью 27 дополнить частью 4.1 следующего содержания. Прекращение дела по основанию, указанному в пункте 12 части 1 настоящей статьи, не допускается, если не возмещен материальный ущерб, причиненный преступлением. Придать обратную силу закона во времени. Вот. Последнее, что вот еще раз хочу обратить, уважаемые судьи, да, и уважаемые участники процесса, что хоть и закон утратил силу, но он продолжает порождать юридические последствия до сих пор, так как закон, который в 2024 году принят, обратной силы, получается, не имеет. У меня все. Спасибо. Все.